Як гэта выказаць невыказнае, дакрануцца да неадчувальнага, зразумець неспасціжнае, спыніўшы 1/100 секунды і замарудзіўшы яе да бясконцасці. Давесці час да звінячай яркасці, прымусіць яго знайсці матэрыю і аблічча. Аблічча кветкі, што гіне ад скрызнікоў, а маленькі прынц усё не прыходзіць са сваім шкляным каўпаком. Араторыум. Рэжысёр і мастак-пастаноўшчык Юрый и Татьяна Диваковы. Я не хотел бы называть это принципиально как-то спектакль, хотя это может быть мое кокетство всего лишь. Но это больше ораториум, да, где есть конкретные звуки, есть конкретная просто остановка. Я остановился для того, чтобы понять, я вернулся в будущее, чтобы понять прошлое. Это очень все просто. Для аўтараў дадзенае сцэнічнае ўвасабленне задумы не з'яўляецца спектаклем, перформансам ці пластычным эцюдам. Сам па сабе панятак араторыя пазначае буйны музычны твор з разгалінаваным сюжэтам для хору, салістаў і аркестра. У дадзеным жа выпадку араторыум для бязважкасці, маўчання і дадзенасці. Адмысловая кінастужка выслізнулай рэальнасці, што засняла імгненне, перажытае сэрцам і ў дакументальнай дакладнасці прайгранае на сцэне так ярка, што на сятчатцы вока застаюцца выпаленыя плямы. Это актер одновременно и очень личная история, которая можно никому не раскрывать или раскрывать, там, как это репетировалось, как это происходило, каким это образом возникало и какие отношения возникали в процессе репетиции. Да. Я им сказал, у меня есть тетрадка, в которой все написано и нарисовано, и я хочу, чтобы вы это сыграли до секунд, до миллиметров, а все, что вы об этом думаете, все, что вы хотите об этом думать, это ваша проблема, ваши задачи. Они так и делали. Они свободны во всем. Я не знаю, о чем они думают. И иногда, конечно, они просят, как драматические артисты, как вообще как артист, он что-то все время просит, чтобы его как-то поддержали. Но ему нужно дать такое условие, когда его будто бы бросают. Да? Я хочу, чтобы его бросали. Потому что они хорошие артисты, и в них можно бросить.